А компания «Профалмаз» определилась со своим новым лидером. Им стал Александр Басыров. На какой срок выбран новый председатель и какая задача стоит перед ним, расскажет мой коллега Роман Муконин. 28 тысяч человек. Такова общая численность профсоюза «Профалмаз» на сегодня. В его структуре 64 первичных организации, 28 из которых на предприятиях «Алроса», 13 расположены в дочках компании и 23 в бюджетных организациях. Все их представители собрались во Дворце культуры «Алмаз» на 10-ю отчетно-выборную конференцию. В программу мероприятия помимо выборов нового председателя входил отчет о деятельности «Профалмаза» за последние годы, выборы комиссии и, в частности, той, которая займется разработкой новой редакции существующего коллективного договора на последующие годы. Ваш коллективный договор является лучшим коллективным договором у нас в республике, ну и, возможно, уже в передовых позициях у нас в Российской Федерации. За последние несколько лет «Профалмаз» проделал большую работу по улучшению материально-бытовых условий на предприятиях. Налажена юридическая помощь работникам, утвержден институт уполномоченных по охране труда и технической инспекции труда. Внедрены профессиональные конкурсы мастерства. В профсоюз за помощью обратились тысячи человек. Им помогли на сумму 131 миллион рублей. Внедрены такие проекты, как скидочные и подарочные карты. Теперь вся эта работа должна быть продолжена новым целеустремленным лидером. Кандидатом обозначили Александра Басырова, до этого исполнявшего обязанности председателя. Я Александра Ленуровича знаю достаточно давно, с начала 2000-х годов. Я был свидетелем роста его как общественного деятеля, как администратора. И, соответственно, учитывая тот опыт, который им получен на руководящей должности в качестве мэра города Мирного, мне кажется, он будет значимым и будет использован по назначению. Он сумеет правильно организовать работу профсоюзного комитета. Он имеет достаточно высокий авторитет у руководства компании, у руководителей структурных подразделений. С чем мне кажется, что он как лицо профсоюза действительно будет востребован. В итоге кандидатуру нового председателя поддержали все присутствующие и единогласным решением делегатов назначили на пост лидера «Профалмаза» Александра Басырова. Я с декабря прошлого года уже исполнял обязанности в качестве председателя профсоюза «Профалмаз» и отработал на этой должности 11 месяцев. Я очень благодарен всем членам профсоюза «Профалмаз», которые оказали мне такое высокое доверие, и буду в дальнейшем с ними работать в конструктивном диалоге. Надеюсь, что у нас все получится. Избран председатель на 5-летний срок, и впереди у него работа в непростых условиях финансовой недостаточности в компании «Алроса». И если при всех сложностях ему удастся максимально сохранить трудовые льготы и гарантии работников, это уже можно будет считать большим достижением. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».